республике отметили День социального работника. Праздник они, как правило, провели в заботе о своих подопечных. В Башкортостане в этой сфере острая нехватка людей. Помощь необходима разным категориям – детям, семьям, инвалидам. О том, кто может стать соцработником и куда для этого обращаться, Камила Камильянова расскажет. Хорошо спали? Хорошо. Нормально? Ну ладно. Эмилия Морозова передала Марии Ивановой запасные ключи от квартиры, потому что всецело доверяет своей помощнице. Пенсионерке 94 года, и помощь в быту ей крайне необходима. Супруг женщины умер, сын погиб. Сейчас вместе с ней живет дочь. Мы с Марией Александровной уже 12 лет дружим. Ухаживать за такими людьми, готовить им, присматривать. Я вот, например, на Марию Александровну полностью полагаюсь. Это замечательный человек, очень отзывчивый. Ну, во всех отношениях можно на нее положиться. Вот я оставляю маму в хорошие, такие добрые руки. Ольга Мишкина – бывший педагог по английскому языку с 45-летним стажем. Сейчас она инвалид по зрению второй степени. Также 7,5 лет назад ей поставили диагноз онкология. Одной ухаживать за мамой тяжело, поэтому Мария Александровна приходит на обслуживание к двоим. Очень хороший человек, как дочь, мы теперь как родственники. Замечательные. Это человек чудесный. То, что попросишь, она никогда не отказывает ни в чем. Всегда выполнит, всегда сделает. В подопечных у Марии Ивановой 12 человек, все лежачие. Поэтому работа порой физически непростая. Отношения с пожилыми клиентами переросли уже в неофициальные. Без этого никак. Работа не ограничивается покупкой продуктов и лекарств. Соцработники создают настроение пенсионерам. Конечно, работа очень ответственная такая и нелегкая. Каждому нужно найти подход, каждый своей подопечной. Так что они все разные. Ну, за это время работы никаких таких не было, каких-то вот нюансов. В общем, всегда нужно приходить с настроением, что бы у тебя даже не было, и дома. Всегда нужно улыбаться. И даже бабушки мои всегда говорят некоторые, вот пришла, солнышко прям появилось. У нас основной контингент вообще предпенсионный и прям начало пенсионного возраста. Дефицит кадров у нас постоянный. Принимаем и социальных работников, принимаем и сиделок, помощников по уходу, потому что мы работаем в двух системах. Система надомного обслуживания и система долговременного ухода. Приходят к нам в офис, мы проводим собеседование, у нас есть определенные требования, то есть необходима медицинская книжка, там какие-то определенные справки, прохождение каких-то определенных процедур и устраиваться на работу. Часто о тех, кому нужна помощь, сообщают соседи или знакомые. Для этого обращаются в центры социального обслуживания населения. Они есть в каждом населенном пункте, в городах отделения разделены по районам для удобства. Их адреса и телефоны вы увидите, перейдя по QR-коду ниже. Также можно обратиться в центры занятости по месту проживания и стать тем, без кого невозможно жить. Камила Камильянова, Равиль Рахимзянов, Новости Уфа.